Полицейскими УМВД Сыктывкара за 2 дня зарегистрировано 10 сообщений от граждан пенсионного возраста, которые подвергнулись атаке телефонных аферистов. В 4 из этих случаев составляют сообщения о якобы попавших в беду родственниках. Во всех случаях звонки производятся в дневное время, преимущественно на стационарный телефон. В результате анализа отмечено, что обзвон совершается на домашние телефоны, которые начинаются на цифры 4408. Телефоны, с которых производятся звонки, 8 961 221 70 53 и 8 961 221 78 62. Установлено, что данные номера телефонов зарегистрированы в Новосибирской области. Так, пенсионерке, проживающей по улице Окреснина, позвонил мужчина, которого она приняла за своего внука. После этого трубку передали якобы полицейскому, который рассказал о том, что родственник в ходе конфликта нанес увечья малознакомому человеку. Женщина согласилась по просьбе родного якобы человека передать деньги следователю, который окажет содействие в создавшейся ситуации. И внук в этом случае избежит ответственности перед законом. Денежные средства, которые оказались в наличии у потерпевшей в размере 20 тысяч рублей, вскоре забрал мужчина, таксист, который подъехал к пенсионерке домой. В остальных случаях сыктывкарцы вовремя проявили бдительность и отказались от передачи денег телефонным мошенникам. Кроме того, выяснилось, что очевидцы зачастую стали помогать друг другу и предупреждать пожилых родственников. Так, одну пенсионерку остановила ее пожилая подруга, которая случайно встретила женщину уже у банковского терминала с суммой 50 тысяч рублей и буквально успела остановить ее за руку. Следующей потерпевшей, которая не успела передать деньги в размере 160 тысяч рублей, позвонила сестра, которая также вмешалась и помогла избегнуть крупной потери. Активную помощь оказывают и так называемые очевидцы, например, таксист, который быстро разобрался в ситуации, и 85-летнюю женщину просто привез в отделение полиции, и они написали заявление о том, что только что она была подвергнута обману со стороны злоумышленников.